Обязательным таким моментом в любых экскурсиях, которые проходят здесь. Ну и оно на таком месте находится, будет в входе в актовый зал и фойе актового зала. И история, она восходит тоже к 913-14 году постройки. И это зеркало было специально сделано по заказу. А традиция, вы знаете, что вклад купца-нефтепромышленника Шамсия Судулаева невозможно недооценить. Это основной человек, который и решения основные принимал, и эти решения сам же и реализовал по строительству этого дома для татар города Москвы. Ну, тогда, может быть, она называлась мусульманской умой Москвы, но в те времена мусульманская ума Москвы на 99% состояла из татар. Никого не хочу обижать, может быть, был один узбек, может быть, один киргиз, там несколько еще представителей других национальностей. Подозреваю, что ни одного туркмена не было. Вот. И вот это, может быть, были, да, вот Ильдар у нас любитель и знаток истории. Так вот, что касается этого зеркала, оно появилось, проходите, пожалуйста, оно проявилось здесь не случайно, потому что Шамсия Судулаев, он выходец из Баку, а в Баку была такая традиция в присутственных местах, вот именно на таких местах, в гостинице, еще каких-то, устанавливают зеркала. В Москве такой традиции не было, хотя где-то мы можем это наблюдать, но традиция это восходит именно к бакинским традициям. Вот это зеркало, оно было заказано в Париже, и еще было заказано 3 зеркала, которые были примерно в половину меньше этого, чуть-чуть поуже и в половину меньше. И таких зеркал здесь было 4 итого. Вот сохранилось самое большое, и мы это очень этому рады, а 3, ну, к сожалению, они пропали. Я знаю историю тех зеркал, могу вам ее рассказать, могу и не рассказывать. Но зеркало это было сделано специально для этого дома, оно не случайно не было куплено, оно был сделан заказ, и оно в разобранном виде приехало из Парижа, действительно. Отдельно приехала рама, отдельно приехало зеркало, собрано было здесь, в Москве, в этом доме и установлено. Я всех обманываю, говорю, что привезли на телеге, но, конечно же, привезли более цивилизованным образом. Мы постарались его реставрировать. Конечно, историческая, культурная ценность этого зеркала необычайная. Я думаю, что люди, проходящие мимо него, и не подозревают ценность этого зеркала. Но и для нас, для татар Москвы, любой раритет, находящийся в этом доме, особенно дорог. Поэтому мы к нему относимся, соответственно, вот сделали специально такую подставку. Сделали очень давно. Я думаю, что придет время, и мы, наверное, как-то сможем еще более облагородить вот этот момент нашего татарского культурного центра. Теперь давайте перейдем в актовый зал, фойе. Там идут занятия, но мы ничего. 35 секунд. Вы видите, это фойе актового зала. Конечно же, Казань для всех татар это духовная родина, поэтому в интерьере видите Казанский Кремль, сочетание с Московским Кремлем, это некое такое единение двух столиц. Вот. А это 9 сентября 2003 года, торжественное открытие этого дома. Мэр Москвы Юрий Николаевич Тушков, который очень много сделал. Я тогда туда перейду, а то не слышу. Ну и видите, да? Давайте вы тогда запечатлейте, а расскажите. Да. Ага. Наталья, вот обратите внимание, вот это вот лично моя, да? Ага. Заслуга, что вот я, когда ремонтировали, не позволил ничего делать, вот, чтобы видели, каком она была, лепнина. Ага. Значит, она в этом виде сохранилась. К сожалению, много еще не сохранилось, но вот видите, здесь она лепнина тоже такая.
Здесь вот лепнина. Почему-то красного цвета, видимо, выливали в кирпиче, поэтому... Вот, я, когда там занятия, я продолжу уже здесь. Вот на этой картине изображено. Здание построено в 13 году, позапрошлого уже столетия, и всегда было татарским культурным центром. При царе-батюшке, при большевиках и при коммунистах, ну и сейчас при демократах. И до 1941 года это был татарский культурный центр. Это было средоточие всего татарского в городе Москве. И в 1941 году началась война, здесь разместили Ивако-госпиталь. Но это святое, а после того, как закончилась война, это здание передали в Наркомат иностранных дел. Трудно сказать почему. Я не исключаю, потому что здесь была библиотека восточная, здесь была типография с арварским шрифтом. Ну, в общем, и здесь размещались подразделения Наркомата иностранных дел, в том числе общежития. Вот здесь вот стояли и спортивный зал был, стояли гимнастические вот эти шведские стенки, много чего здесь было такого, что не должно быть. А это вот помещение, оно ну, сами видите, оно великолепное по своей красоте, по своим другим качествам. О! Видите, здесь такой эхо, да. За счет тоже архитектуры. Здесь, видите, восточные элементы присутствуют. Площадь актового зала 30 квадратных метров. Ну и здесь мы до 450 человек усаживали иногда. Но обычно считаем, что норма это где-то 200, максимум 230-250 человек. Примечательно этот наш татарский культурный центр и помещение актового зала, я прошу прощения, немного простужен, тем, что в перерыве между двумя революциями 17 года, февральской и октябрьской, здесь проходил первый всероссийский мусульманский съезд. В повестке не было 14 вопросов, в том числе женские вопросы. Но главный вопрос стоял, какой быть Россией. Разбиться на отдельные части, как предлагалось, там, Идель, Урал или еще что-то. Но надо отдать должное, что наши предки приняли, наверное, единственное правильное решение о том, что Россия должна остаться единым, кошмар какой.